Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок масштабного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». По его словам, к июлю 2021 года будет выпущено 30 миллионов доз. По словам министра, в ближайшее время компании «Эрфарм» и «Биннофарм» будут увеличивать объемы за счет внедрения дополнительного технологического оборудования. Министр добавил, что до конца этого года будет выпущено 2,5 миллиона доз, а к весне 2021-го количество препарата будет постепенно увеличиваться. В начале декабря в России стартовала масштабная вакцинация. По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана, вакцина от нового коронавируса может не дать защиту сделавшему прививку человеку на всю жизнь. Однако он отметил, что вакцинация – это важный инструмент в борьбе с пандемией. Кроме того, для массовой вакцинации россиян от COVID-19 есть препятствия. Дело в том, что препарат Гамковид-Вак в течение всего срока транспортировки и хранения необходимо держать в особом температурном режиме, не выше минус 18 градусов. Специалисты также указали на необходимость минимизировать влияние человеческого фактора. Сейчас существует много ложноотрицательных тестов на коронавирус из-за того, что условия доставки и забора образцов не соблюдаются. Алло, Марина. Да, слушаю. Потери россиян из-за телефонных мошенников составили 66 миллиардов рублей в 2020 году. Самыми эффективными оказались мошенники, представляющиеся медицинскими сотрудниками. Такие преступники выманивают у жертвы в среднем более 50 тысяч рублей. За год они заработали 46,5 миллиарда. Еще около 18,5 миллиардов мошенники украли у россиян через фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины. Мошенники активизировались в 2020 году. По данным Банка России, в первом полугодии этого года регулятор заблокировал более 10 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в 4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Причиной стали два усиливающих друг друга тренда: ежегодный значительный рост мошенничества и переход россиян на удаленную работу, в связи с чем роль телефонов и интернета в их жизни резко возросла. Счетная палата предложила Минтруду провести ревизию мер социальной поддержки и подумать над дополнительными адресными выплатами нуждающимся. Это должно помочь миллионам людей выбраться из бедности. В 2018 году президент России поставил цель к 2024 году снизить уровень бедности с 13,2 до 6,6%. В 2020 году этот срок отнесен к 2030 году. Бедность сокращалась последние годы, пока не началась пандемия. Но и без нее цели не удалось бы достичь с имевшимся арсеналом средств, считает Счетная палата. Самыми результативными мерами стали введенные в этом году пособия на детей до 3 лет и от 3 до 7 лет. Они прямо направлены на малоимущих и снижают уровень бедности сразу на 2 процентных пункта. С 2021 года эффект пособий на детей от 3 до 7 лет будет еще выше, поскольку они увеличиваются вдвое для семей, которые остаются за чертой бедности и после получения выплат в обычном размере. Но в целом меры соцподдержки не имеют четкого фокуса на людей за чертой бедности, указывает Счетная палата. Так, в 2014-2018 годах около 20% из них вообще не получали никаких выплат. Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019-2024 годах 15 триллионов 300 миллиардов рублей. Утверждены правила предоставления кредитов по сниженной ставке резидентам арктической зоны Российской Федерации. Ставка по льготному кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка, но не меньше, чем 2% годовых. Льготные кредиты смогут получить проекты в отраслях, которые определит Президиум Госкомиссии по развитию Арктики. Исключение – это лесозаготовки, рыболовство и добыча полезных ископаемых. Стоимость инвестиционного проекта должна составлять от 10 миллионов до 2,5 миллиардов рублей. А если его реализуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка составляет 5 миллиардов рублей. Документ также фиксирует, что претендент должен вложить не менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест. Инвесторы, претендующие на субсидированные ставки, должны иметь официальный статус резидента арктической зоны России. Они не могут проходить процедуру ликвидации или банкротства и не должны иметь просроченных долгов перед федеральным бюджетом.